Добрый день. Меня зовут Анастасия Михеева. Я психолог, кандидат психологических наук, заместитель директора по сопровождению образовательного процесса Международной гимназии Сколково. У нас сегодня очень непростая тема для обсуждения и про особенных детей. Хотя сейчас слово «особенный» уже такое, оно для нас немножко странное, потому что они просто немножко другие. Это про пространство, связанное с доп. Образованием и с теми возможностями, акциями, трендами, коммуникации между государственным и негосударственным сектором, которые существуют на сегодняшний день. И мне очень бы хотелось представить своих коллег, которые сегодня будут с вами вместе обсуждать эту непростую тему. Они все практики, они все большие люди с большой буквы «Л». Они прекрасные знатоки своего дела в разных областях. Их объединяет одно, наверное, с моей точки зрения, я прочитала про каждого из вас. Их объединяет не только опыт, их объединяет огромное желание сделать этот мир лучше. Поэтому я не буду долго вас задерживать, сразу передаю слово. Коллеги, тогда чуть-чуть про себя, и дальше мы поведем дискуссию. Хорошо? Спасибо. Представиться чуть-чуть про свой опыт, про свою позицию в отношении, дискуссионной темы. Всем привет, меня зовут Максатбек, я из клуба «Билим». «Билим» занимается тем, что помогает детям-мигрантам здесь адаптироваться, интегрироваться в новое общество. Комплексно, не только через языковые курсы, но и комплексно правовые, психологические. Естественно, мы хотим здесь найти своих партнеров, чтобы решать свои конкретные проблемы с такими детьми. Спасибо. А можно пару вопросов сейчас сразу уточняющих? Я когда знакомилась со своими коллегами, я, естественно, прочитала про практически все программы, которые есть. Их у вас очень много. И то, что меня поразило в вашем проекте, это фактически очень широкая возрастная линейка, с которой вы работаете. Может быть, чуть-чуть поподробнее еще про эту часть рассказать? Да, конечно. Целевой аудиторией нашего проекта является иностранные граждане. Это касательно от 4 лет до 90-150 лет. Для того, чтобы решать проблемы детей-мигрантов, это нужно решать комплексно. То есть недостаточно того, что просто курсы. Мы работаем с целой семьей. То есть, чтобы адаптировать ребенка, устроить ребенка в школу, надо работать не только с ребенком, но и с родителями. Поэтому у нас есть и курсы для детей, и для взрослых. Есть также для молодежи курсы, которые хотят здесь оставаться, становиться гражданами России и интегрируются в новое сообщество. Поэтому у нас целевая аудитория, она широкая. В том числе у нас не только дети мигрантов, но и вообще ходят на курсы к нам и местные дети, которые хотят не хотят, а есть, которые дети приезжают из Волгограда, допустим, тоже считаются внутренними мигрантами. Но для них тоже эта адаптация идет, потому что они тоже нуждаются в этом. То есть вы занимаетесь не только обучением, но и определенной социализацией, адаптацией тех, кто решил жить на территории Российской Федерации. Да. Спасибо. Спасибо. Максатбек, все-таки мне очень хочется, чтобы вы чуть больше рассказали про то большое дело, которое вы делаете для людей, которые приехали сюда жить. Спасибо. Я попробую рассказать очень быстро и объемно. Этот проект связан лично со мной, потому что я сам пережил адаптацию, интеграцию, потому что в возрасте 10 лет меня привезли родители в Россию. Я не знал по-русски ни одного слова. Сейчас вы очень хорошо говорите по-русски. Спасибо. Для меня, когда приводят детей сюда, я себя представляю, как будто мне 10 лет или 20 лет, потому что в 2002 году это была другая миграция, сейчас уже отличается. Но я все равно прекрасно понимаю детей, это лично и моя боль, когда я ее вижу. Так,
После того, как я окончил школу, пошел в университет, в армию, у меня был вопрос, где моя родина? В России, либо в Кыргызстане? Мне захотелось занять серединку, во-первых, помочь Кыргызстану, своим родственникам, с другой стороны, помочь России, потому что официально Россия развивается, значит, привлекает миграцию, экономика развивается, миграция притягивается. Мигранты приезжают сюда, Россия занимает за 2017 год 3-е место по всему миру по числу мигрантов, и нам непонятно, сколько детей приводят к нам, и сколько детей в системе образования, а сколько детей вне системы. Мы занимаемся тем, что хотим вытаскивать тех, кто вне системы, и включать в систему образования, потому что есть некие барьеры. Языковой барьер, правовой, психологический, технический, социокультурный. В общем, их много, но мы пытаемся охватить, но как раз здесь нужны еще наши партнеры, потому что мы не можем это все комплексно, как бы ни старались, решать проблему глобальную, на самом деле. После армии мне повезло, что я работал социологом из Канады. Мы исследовали женщин-мигрантов. Они все жаловались, что дети не ходят в школу, в детских садов нет, то есть есть барьеры. И я такой молодой, не знаю, что спрашиваю, злюсь на социолога. Что же вы делаете, просто интервью берете и все. Что же надо делать, решить проблему? В итоге пришла идея открыть школу. Школу я представлял такую огромную, там, здание и так далее. Но мне хотелось в первую очередь решить проблему с языком. Мы сначала думали, что это просто, если ребенок не знает язык, и если его научить говорить на русском языке, он походит в школу. В первый год мы просто обучали русскому языку, но так понимали, что больше половины детей не ходили в школу, потому что тут были некие другие барьеры. И спрашивали у родителей, почему вы не пошли в школу. Они говорят, мы не знаем, как войти в школу, не знаем, какие документы нужны. Со второго года мы начали работать с другой стороны, то есть комплексно, с точки зрения правовой, с точки зрения психологической. Проводили экскурсии, чтобы дети немного здесь адаптировались, потому что родители действительно приезжают сюда и работают, они пришли зарабатывать. Кстати, когда я ходил к инвесторам, мне всегда отвечали, мигранты сюда приехали зарабатывать, а не учиться. То есть был такой ответ у инвесторов. Для меня, когда ты находишься в таком поле, и ты один, очень трудно дальше развиваться. Мы подавали на разные конкурсы, допустим, первый конкурс инноваций образования, там, где я узнал то, что я не один, это волнует всех, на самом деле, вокруг. И это дает силу. Потом подавали «Эдэксперт», когда мы получали премию, там, самый доброжелательный проект города Москвы. Для меня это было дальше мотивацией. И не только мотивация, но при этом мы видим партнеров. То есть там, может быть, у нас же разные дети, не только проблемы с языком. Бывает, когда ребенок переживает переезд, бывает, дети заикаются, то есть нам это трудно тоже решать проблему. Больше именно проблемы с речью, это дошкольного возраста. Я хотел рассказать по поводу групповых индивидуальных занятий. Как правило, если до 10 лет ребенок приезжает, он не нуждается в особом подходе, его нужно будет подучить языку, он включается. Если это у нас старше 10 лет, то, скорее всего, это уже разница между программами. В других стран нам нужно именно брать индивидуально, тестировать ребенка и уже подтягивать в программе российского образования. Начальный класс — это групповые занятия у нас, средний класс и старше — это у нас уже индивидуальная траектория. Что касается расширения, у нас как раз проблема кадров. Как раз. Уникальность в том, что мы хотим помогать действительно всесторонне. Тут получается, если не знать язык ребенка и культуру, ребенок не доверяет на самом деле. И родители тоже к нам не доверяют. И когда видят, что он кто-то свой, но при этом мы обучаем только на русском языке. Некоторые бывают конфликты, когда ругаются родители, говорят, почему не говорите на таком языке, говорю, наша задача на русском языке говорить, то есть. Но мы никогда не заставляем их запрещать на своем родном языке. Я встречал, когда рекомендовали и советовали не говорить вообще на русском, на кыргызском или на узбекском языке, но здесь, скорее всего, другая проблема открывается. Мы хотим, чтобы ребенок выбирал. Родители, чтобы дома на бытовом уровне говорили «приятного аппетита», «доброе утро». Этого достаточно, чтобы ребенок сам выбирал, на каком языке говорить. А через некоторое время потом ребенок сам начинает учить своих родителей русскому языку. В этом году у нас 350 выпускников, которые попали в школы на одной площадке. 350 мы считаем тех, которые попали в школы.
Вот коротко. Это очень серьезная цифра, потому что, насколько я понимаю, проект при всем при том достаточно молодой, да, и он не просто развивается с позиции инфраструктуры, да, потому что вы пытаетесь решить не только какие-то языковые или образовательные задачи, а вы подходите к этому очень комплексно, да, включая юридические, психологические вопросы, вопросы социализации. Поэтому, ну, здорово, у нас есть еще один ресурс для ребят из других стран, которые обучаются в нашей школе и имеют определенные трудности. Таких ребят сейчас много, и мы действительно не всегда знаем, как правильно надо с ними работать. Мне кажется, что наша ключевая задача как раз попробовать, как в том фильме, объединить бренды. Да? Взаимофинансирование должно происходить. И для этого, собственно говоря, мы пригласили спикеров как один из инструментов показа интересных программ, которые с удовольствием могут финансироваться как фондами, частными инвесторами, так и государством. Спасибо огромное всем за участие. Мы очень надеемся, что было интересно. Огромное спасибо, коллеги. Было здорово. Всем хорошего дня.